Железнодорожники Якутии отметили накануне профессиональный праздник. В этот день впервые на станцию Нижний Бестях прибыл агитпоезд «Комсомольская правда» с пассажирами. На каждой станции агитпоезд проводил торжественные мероприятия, награждал отличившихся и лучших работников отрасли. Об истории становления и развития железных дорог Якутии. Репортаж Юрия Осипова. Протяженность железнодорожного полотна от Беркокита до Нижнего Бестяха составляет 795 километров. Уже в конце этого года, в начале следующего, сюда начнут ходить и пассажирские поезда. Сейчас в Якутии услугами железных дорог в среднем за год пользуются 80 тысяч человек. Ежедневно пассажирский поезд курсирует от Томота до Нерюнгри. В его составе отправляются прицепные вагоны в Москву, Хабаровск, Благовещенск и Тынду. История железных дорог в Якутии берет свое начало в 1976 году. 2 ноября на территорию республики пришел первый тепловоз. Герои – строители этой дороги – Байкало-Амурской и Амуро-Якутской магистралей. Среди них бойцы местных отрядов – Якутский комсомолец и Юность Якутии. Станция Нижний Бестях, и пойдут пассажирские грузовые поезда уже официально. И мы, конечно, гордимся этим, что да, внесли огромный вклад. Сегодня по железным дорогам Якутии ежегодно перевозятся миллионы тонн груза. Только за июль 2018 года по территории Якутии перевезено 500 тысяч тонн. И вот 2018 год, он, безусловно, показал, что компания динамично развивается. Если в прошлом году мы говорили о том, что к концу 2017 года мы достигли 4-миллионный рубеж по перевозке груза, то к концу 2018 года мы можем спокойно сказать, что по тем темпам, которые мы сегодня набрали работы, мы перейдем, по всей видимости, 5-миллионный рубеж груза. Расширение железнодорожной сети увеличит и количество рабочих мест. В правительстве республики уверены, местные кадры восполнят новые потребности. Те кадры, которые в эти годы были выпущены из Нижнебестяхского технологического техникума, они во многом уже работают здесь, на железных дорогах Якутии. Ну и с его развитием, развитием Нижнего Бестяха как крупнейшего логистического центра, транспортного логистического центра вообще на северо-востоке страны, конечно же, потребность железных дорог в Якутии будет расти, компания будет развиваться. И я уверен, что местные кадры как раз будут здесь и работать. В рамках празднования Дня железнодорожника на станции Нижний Бестях открыли памятник паровозу. Также заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям. Несмотря на непогоду, вас ждет концерт, который посвящен тем поводам, которые я уже озвучил. Работники железных дорог не стоят на месте. В ближайших планах компании уже официальное открытие для пассажирских перевозок станции Нижний Бестях. Это поможет удешевить стоимость доставки грузов до столицы Якутии и увеличить пропускную и провозную возможности железных дорог. Юрий Осипов, Анатолий Гоголев, Владимир Павлов, Нерюнгринский, Алданский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский районы, Якутск.